MTV:n uutisten Moskovan kirjeenvaihtajalla Helena Laatiolla on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus seurata Dudajevin elämää usean vuoden ajan aina viimeiseen haastatteluun asti. Для меня является вдохновителем, и я буквально тащусь за ними, а не за мной. И полагаю, что если вот это обывательское понимание, что если Дудаева сейчас, значит, убьют там, и на этом все там изменится по воле, значит, российской стороны или наших недругов, уверяю, в 10-кратных беды увеличатся. И в силу своего понимания этой ситуации я сделал заготовки, при котором они будут молить Бога, чтобы я воскрес. В этой борьбе, по сути дела, весь характер чеченцев. Во-первых, контактный способ. Во-вторых, доступность всеми видами ударов. От головы до ног. Все направлено на победу. Почему занимаетесь карате? Есть очень много видов борьбы. И среди видов карате тоже есть своеобразный вид киокушинкай. Карате-до. Он чем хорош? Воспитывает бойца. Здесь все контакт. Здесь нет игры. Здесь нет места эмоциям, показухи. Здесь надо с первого дня на ковре почувствовать удар, насколько он может быть уязвим, уметь уйти и нанести ответный удар, или первым нанести удар, это лучше всего. Здесь воспитание еще культуры, ритуалы, дисциплина. Каждое движение от входа сюда до полного завершения имеет свой смысл. Уважение. При сильном ударе или неловком движении тут же извинение. Взаимное уважение противника – это тоже моральные показатели качества человека, уважение к человеческому достоинству, к его красоте. И не ущемил ли я тебя в этой неловкой борьбе? Эти качества так необходимы нам. Цаушка. Ага, а ты стрелял уже? Да. Вам не трудно здесь из-за различий культуры? Так, ну вы знаете, мне было в первые годы, в общем-то, нелегко. Это в первые годы замужества. Когда я сюда приезжала, удивлялась тем обычаям. А за 22 года я уже привыкла, и теперь я считаю, что эти обычаи построены на благородстве, справедливости. И даже в России многим о них рассказываю. И люди, в общем, им удивляются, и они им очень нравятся тоже, как и мне. Она очень охотно принимает наш закон. И хочет она даже делать, как мы, и справляется очень хорошо. Что случилось в 1944 году? Что случилось? А мы-то ничего не знали утром. 6 часов. Ветки поставил туда-сюда, и щагнет, и все, расстрел вам. И выселили. И все. И голод, и холод. И Джахара я взял на себе, и на сани. До Галашку мы взяли его. А там сюда Бекер закинули нас, и вагон простой. И вагон как теленки его везли. Арабского Востока. В отношении чеченцев считают, можно все. Любую ложь, любое насилие, любую провокацию, любую агрессию, что чеченцев можно просто убивать и уничтожать. И морально, и психологически, и физически.
Вот так подготовлено мировое сообщество. И мировое сообщество, к великому сожалению, поддается на эту пропаганду, на такую постановку. Ни ООН, ни другие общественно-политические организации, ни Комитет защиты прав человека, никто не говорит ни одного звука в поддержку или хотя бы, значит, сочувственно. И это развязывает России руки. Вы не человек, который не готов на компромисс. Компромисс с чем? Как может быть ставить вопрос компромисс с сатаной, с садизмом, народоубийством, где-то убийством, с бездуховностью, безнравственностью, отсутствием всякой морали? Я не скучаю по России, мне не противно, я им просто... Вы знаете, я не злой на них. Я вам честное слово говорю. Ни озлобленности против нет, я им просто брезгую. Как дохлой скотиной. Как животной скотиной дохлой. Другого ощущения к России у меня нет. С высочайшего соизволения, с молчаливого соглашения, запоздалого удивления. Миллионы лежат в гробах и слоями засыпаны в ямах. В придорожных лежат канавах, в почерневших от крови реках, в потемневших от дыма лесах. Замордованы и зарыты, как собаки, песком прикрыты, с верой в нашу правду убиты, без суда, по приказу, и так. А мы святы, чисты и невинны. Мы гуманны, добры и наивны. Столько лет им поют ветры, гимны. Все не знаем, за что их и как. Никакими слезами кровавыми не отмыть нашу совесть над ранами, преступлениями небывалыми. Будет вечным укором их прах. Виноваты мы все, благодушные и приказу бездумно послушные, осторожные, равнодушные. С этой памятью жить теперь как?